Первые спортивные игры народов Республики Саха-Якутия проходили в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса и были посвящены столетию Олимпийских игр. Сегодня улицы барагонцев украшены флагами, баннерами и стендами с программой уже 8-х игр. Спустя 26 лет огонь так называемой Якутской Олимпиады вновь прибыл в то место, где зажегся впервые. Чести принять у себя спортсменов со всей республики раз в 4 года, начиная с 1996-го, удостоились также город Покровск в 2000 году, поселок Хандыга Тампонского улуса в 2003-м, четвертые игры прошли в селе Сунтар. В 2010-м эстафету игр принял Алекминск. Далее огонь зажегся в селе Намцы. И предыдущие 7-е спортивные игры народов Республики Саха-Якутия прошли в 2018 году в Амгинском улусе. Организаторы стараются, чтобы с каждым годом уровень подготовки становился выше. Даже вот техника, форма, требования спортсменам, строительство, все поменялось в лучшую сторону. Если мы раньше строили деревянный стадион, сейчас какой красивый стадион у нас, да? И вот этот наш дворец каменный, трехэтажный, тоже построен в рамках встречи этим играм. Строится спортивный зал, дороги наши ремонтируются. Все идет к лучшему. В разные годы менялось количество видов спорта, районов, из которых прибыли участники, и самих спортсменов. Массовый рекорд принадлежит 7-м играм. Тогда участие приняли 2743 спортсмена. В этом году заявилось 37 команд. Это 1870 спортсменов, которые будут соревноваться по 16 видам спорта. Уже сегодня в Усть-Алданском улусе стартуют 8-е спортивные игры народов Якутии. Участие примут 1870 спортсменов из 36 команд, районов и вузов республики. Самые крупные многочисленные сборные представят Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский улус, а также город Якутск. Мы прямо, когда увидели, что там встречают, так обрадовались. Все абсолютно сразу с автобуса выбежали. Было очень приятно. В общей сложности гостеприимный Усть-Алдан будет принимать у себя более 2000 участников, включая судей и тренеров. Располагаться все спортсмены будут в 22 точках, и в основном это образовательные учреждения. В том числе и садики, эти школы, интернаты. Рыбнадзор, там должны иметься в каждом пункте проживания, имеются там санитайзеры, салфеточки, умывальники, которые сейчас находятся на улице, да, душевые туалеты, оборудование должно быть специальное. В душевых обязательно должны иметься обогреватели, чтобы теплая вода была и холодная вода. Сборная команды по волейболу из Амги прибыла в Барагонцы одна из первых. Спортсмены уже успели познакомиться с залом, где пройдут схватки, и прогулялись по селу. А разместились ребята в одном из корпусов Мюринской школы номер 2. Нормально вроде. Никто не жалуется. Чуть прохладно тут. Ну хорошо, спится зато. Да, хорошо, спится. Все выспались. Уже через несколько часов, немного отдохнув с дороги, участники состязаний начнут борьбу за звание победителя. А как они будут соревноваться за место на пьедестале, покажет главный телеканал Якутии – НВК Саха, Якутия-24, Мамонт, а также дневники 8-х спортивных игр народов Якутии. Ларина Сукуева, Георгий Григорьев, Барагонцы. Мы находимся в селе Мындаба, которое расположено в полукилометре от административного центра Усть-Алданского улуса села Барагонцы. За моей спиной новый универсальный комплекс спортивных единоборств. Здесь будут проходить состязания по настольному теннису. Новый спорткомплекс построили в рамках нацпроекта «Демография» по федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Он также включен в перечень объектов, возводимых к столетию Якутской ССР. Это здание двухэтажное, оно оборудовано большим спортивным залом, где будут лежать 2 борцовских мата. Также он оснащен тренажерным залом, и, естественно, душевые, раздевалки очень много есть, административные помещения, и еще помещение общежития есть на 32 места.
А сейчас мы в селе Чаранг на трибуне нового ипподрома вместимостью более 1000 зрителей. Здесь будут состязаться стрелки из лука, а также будут сдавать один из нормативов ГТО – метание снаряда. Перемещаемся в село Барагонцы. Тут завершилось строительство хоккейного корта, на котором сборные сыграют в мини-футбол. В данное время этот объект завершился на 100%. Его площадь 1800 квадратных метров. Ну и, конечно, самый главный и грандиозный объект 8-х спортивных игр народов Якутии – это стадион Маягатта Бердхара. Здесь пройдут соревнования по легкой атлетике, спортивной борьбе, аэробике и многоборье ГТО. Стадион назвали в честь легендарного силача, который родился в одном из наследов Усалданского улуса. Помимо строительства новых объектов, велось активное благоустройство и озеленение сел, вовлеченных в проведение игр народов Якутии. Местные жители устраивали субботники и приводили в порядок прилегающие территории, с волнением ожидая более 20 тысяч гостей. Виолетта Засимова, Джулустан Иннокентьев. Первые спортивные игры народов были проведены в 1996 году. И вот спустя 26 лет барагонцы вновь принимают эти крупные соревнования. А мы видим символ этих игр. Он представлен в виде жеребенка Джегегей. И мы сегодня поговорим с автором этого символа. Педагога дополнительного образования Прокопия Колодезникова мы застали за работой. Для благоустройства поселка он готовит щиты для объявлений. Это только часть вложений народного мастера в организации спортивных игр. Он является автором эскиза герба Усть-Алданского улуса. Также принял участие в конкурсе эскизов талисмана предстоящих игр. Комиссия из 50 работ выбрала эскиз Прокопия Михайловича. В 1996 году проведена спортивные игры народов Республики Саха. Впервые это прошел под символом талисманом жеребенка. Исходя от этого, я придумал талисман. Ну, чуть-чуть выросший жеребенок получилось. В конкурсе было 50 работ. Из-за этого это выбрали мою работу. Колористика талисмана придерживается цветов герба Усть-Алданского улуса. 1996 год на груди талисмана и 2022 год на факеле показывают спортивную жизнь улуса, популяризируют историю и культуру организаторов и создает праздничную атмосферу. Согласитесь, жеребенок получился очень игривым и очаровательным. Ну а Центр детского творчества «Эркен» предстоящим играм представил вот такие плюшевые игрушки. Высота Джегегей составляет 38-40 сантиметров. Всего изготовлено 32 штуки. Талисманы по эскизу Прокопия Колодезникова будут представлены во многих сувенирных продукциях. Авторскую идею педагога Центра Нюргуяны Семеновой поддержал весь коллектив. И общими усилиями коллеги-мастерицы изготовили игрушку Джегегей сувенир в качестве подарка. Сама игрушка состоит из такого костюма яркого с надписью. И он олицетворяет символ Усть-Алданского улуса. Все из натурального материала, это натуральная кожа. Идея очень такая хорошая, индивидуальная, яркая. Будем надеяться, что талисман игр Джегегей будет окрылять спортсменов на будущие победы и новые рекорды. Нюргуяна Егорова, Артем Алексеев, Усть-Алданский улус, барагонцы. Спасибо большое. Каждое большое мероприятие, такое как спортивные игры народов Якутии, не проходит без предварительной аккредитационной работы. Каждый участник, работник проходит аккредитацию, по прибытии получает такой бейдж, который позволяет ему проходить на объекты. Работа аккредитационного центра началась еще 1 июня. Состав из 12 человек разделился. 10 человек в городе Якутске, 2 человека в Барагонцах. А с 28 июня весь состав комиссии работает здесь, на месте проведения спортивных игр. В настоящее время на аккредитационный комитете подано 6681 участников. В данное время аккредитации прошли 5112 человек.
Аккредитации прошли 20 команд. Анна Кириллина из Горного Улуса уже второй год работает в аккредитационном центре. В прошлом году она отработала на играх Манчары в селе Бердигистях. На нынешних спортивных играх она отвечает за отчетность за категории ВИП, оргкомитет и организаторы. Да, настоящее мероприятие – это мероприятие спортивное республиканского масштаба, очень широкий размах, и вся организация. Это требует больших усилий, большой ответственности и скрупулезного отношения. Особенно наша работа, мы учитываем всех участников, всех спортсменов, все выдаваемые бейджи учитываются строго пофамильно, поименно, по категориям, по ведомости выдаем. Если кто-то получает за команду, конкретно указываем, кто получил, кого получал. А как проходит работа? Все идет гладко пока, да? Все нормально, все хорошо. Если там возникают непредвиденные ситуации, уже организованно решаем с руководством, согласуем и выдаем, распечатываем. Работа комиссии системная, требует аналитической точности. Можно с уверенностью сказать, что их слаженная работа является одной из причин, что спортивные игры пройдут четко и гладко. Охлаждающий спрей, спрей обезболивающий, бинты и еще более 100 наименований препаратов от ожогов, травм, порезов и прочих недугов, которые могут застигнуть спортсмена на арене. Все это входит в комплект спортивного врача. Спортивная сумка спортивного врача, оснащенная согласно приказу 1144 Министерства здравоохранения Российской Федерации. Тонометры идут обязательно. И препарат для остановки кровотечения и от ушибов и травм. В местах проведения соревнований медицинское сопровождение спортсменов будет обеспечивать 21 медицинский работник из Республиканского центра реабилитации и спортивной медицины. Кроме того, на время проведения игр будут дежурить бригада медицины катастроф, а также сотрудники Центральной районной больницы в полном составе. Развернуто 18 медицинских пунктов в местах размещения гостей и участников игр. Также на церемонии открытия у нас будет работать 2 бригады скорой медицинской помощи, также развернуты 2 медицинских пункта и будут работать медицинские работники в количестве 10 человек. Самыми массовыми мероприятиями игр будут, конечно же, торжественное открытие и закрытие. Более 3000 зрителей, сотни артистов, спортсменов, которые примут участие в этих мероприятиях. Конечно же, все это должно пройти не только красиво, торжественно и красочно, но и очень главное, чтобы это все прошло безопасно. В распоряжение отдела по Усалданскому району командированы личный состав специальных подразделений. Это уголовный розыск, Росгвардия для обеспечения общественного порядка. Всего где-то порядка 90 сотрудников. Безопасность будет обеспечиваться на всех спортивных объектах и в населенных пунктах, чтобы ничего не омрачило праздник спорта, который мы так долго ждали. Плотный график с самого раннего утра и до позднего вечера. Принимать гостей, помогать организаторам – все это ложится на плечи волонтеров 8-х спортивных игр народов Якутии. Потом ребята, сопровождающие делегаций, тоже сейчас отрабатывайте по своим объектам. Сейчас начинают приезжать команды, встречайте команды, сопровождаете их по селу, показывайте, что где находится, да. Всего на мероприятии задействовано около 250 добровольцев. Один из них – Сандар Кириллин, который начал свою деятельность еще в возрасте 12 лет. Началось с 2012 года. Я был волонтером Дети Азии, который здесь проходил. А затем сейчас я уже с первого курса являюсь активистом ППО ССФУ. В целом я уже 6-й год, получается, являюсь активистом. И на счету у нас большинство очень много больших крупных мероприятий республиканского уровня, участие в федеральных проектах, разработка грантов и так далее. Бесценный опыт, масса новых впечатлений и самое главное – желание. Волонтеры пишут историю игр, порой сами того не ведая. Но сейчас я очень взволнован тем, что наконец-то проходят такие игры, наконец-то мы можем лицезреть это, наконец-то мы можем получить опыт конкретно по работе. И для меня, допустим, это очень хорошая практика. Яркая отличительная форма, готовность к нестандартным ситуациям – это отличительные черты волонтеров. Именно их работа способствует проведению спортивных игр на высоком организационном уровне.
Масштабные мероприятия такого уровня, как Игры народов Якутии, всегда требуют круглосуточной работы. И самую важную выполняют как раз эти ребята. Кто волонтер? Я волонтер! Из всех командных видов спорта волейбол, пожалуй, самая доступная игра. В любой школе, в любом учебном учреждении есть спортзал, в котором натянута волейбольная сетка. На 8-х играх народов Якутии волейбольная география очень обширная. Приехало 12 команд из центральных, южных, арктических районов. Команды очень сильные и хорошо подготовленные, поэтому даже опытные судьи не берутся делать прогнозы и выделять лидеров. Из года в год противостояние. Вот сейчас играет команда Мегина Кангаласского и Среднеколымского улуса. Команды очень равные, играют, идет 4-я партия. Как говорится, играют на здоровье, можно сказать, вот если сленгом сказать. Вот, и невозможно предсказать, какая команда победит, выиграет. И следующая игра у нас тоже самая. Черепчинский и Татинский улус. Тоже из давние соперники, друзья, можно сказать, в жизни на площадке соперники. И из года в год соперничают. Кто выиграет, тоже невозможно предугадать. Будем следить за игрой, кто победит, кто более подготовлен, тот и выиграет. И также Амгинский улус, Горный район, тоже команды такие, что могут, если сказать на сленге, зарубиться и сыграть как 3 партии, как и 5. Скорее всего, будут интересные, очень захватывающие игры. Предсказать победителей практически невозможно, но в том, что встречи будут жаркими, можно не сомневаться. С первых минут матча накал страстей такой, что замирает сердце при каждой подаче. И неудивительно, ведь сегодня играют 2 команды совершенно разного статуса. Татинцы сегодня дебютируют, а команда Амгинского улуса – это бессменный чемпион. Тем не менее, после первых 2 периодов счет равный 1-1. Вот такой интересной игрой начался первый день соревнований по волейболу среди женщин. Молодежь наступает на пятки, слышится от судьи на линии. Напряжение среди команд, судей и болельщиков на протяжении всей игры. Даже случайные зрители не могут поверить, что лидеры прошлых лет сдают позиции. Очень такая интересная, напряженная идет. Очень хорошая игра, чтобы все так играли. Вы сами за кого болеете? Мы за Хангаласский Хангаласский улус. А если смотреть сегодняшнюю игру? Ну, больше Амгинский. Импонирует. И вот первый громкий триумф. Победа дебютантов. 3-2 счет матча. Этого не ожидал никто. Тем не менее, таким красивым исходом событий порадовали спортсмены, зрителей и болельщиков. Далее сегодня в поединках сошлись команды из Чурапчинского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Сунтарского, Горного улусов, города Якутска и СВФУ. Всего в этих играх примут участие 12 женских команд по волейболу. Это 139 человек.